Здравствуйте, уважаемые зрители! Уже больше 100 лет назад, 2 марта 1917 года, по старому стилю, произошло отречение от престола императора Николая II и передача власти Временному правительству. Данные события запустили процессы отказа от старых, многовековых монархических символов. В их числе на первом месте, конечно же, находился герб Российской империи, который необходимо было заменить на новый. О том, как происходил этот процесс, как долго существовала эмблема Временного правительства и о том, какой экспонат из нашего музея с ним связан, вы узнаете в данном видеоролике. Впервые изображение двуглавого орла в качестве символа московского государства встречается на оборотной стороне государственной печати Ивана III в 1497 году. Считается, что двуглавый орел был заимствован либо из Византии, либо из Священной Римской империи. Впоследствии, за более чем 400-летнюю историю существования герба, он неоднократно трансформировался. Менялись количество и расположение корон, дополнительных эмблем вокруг орла. В середине 17 века в его лапах появились скипетр и держава, общепринятые во всех европейских монархиях символы королевской или императорской власти. Кроме того, начиная с 1654 года орел изображался с поднятыми крыльями. При императоре Александре II была проведена реформа российской геральдики с целью сближения государственной символики империи с общепринятыми в Европе правилами. А в 1882-1883 годах императором Александром III были утверждены новые варианты большого, среднего и малого государственных гербов, выполненные академиком Шарлеманем. В 1917 году разработка новой эмблемы началась спустя несколько дней после создания Временного правительства. Сформированная специально для разъяснения вопроса о государственном гербе подкомиссия, членами которой были художник Билибин и специалист по геральдике Лукомский, приняла следующее решение. В делопроизводстве необходимо было пользоваться эмблемой Древней Руси – двуглавым орлом, лишенным знаков самодержавия, корон, скипетра и державы. С мнением этой подкомиссии согласилось и Временное правительство, заявив, что орел не связан с династией Романовых и вполне может быть эмблемой свободного российского государства. 21 марта 1917 года министр-председатель Временного правительства князь Львов и министр иностранных дел Милюков утвердили выполненный художником Билибиным эскиз герба для печати Временного правительства. Билибин пригладил орлу перья, снял грудной щиток вместе со святым Георгием. Под орлом в овальном картуше поместил изображение Таврического дворца, где заседала Государственная Дума. Новый образ этой фантастической птицы вполне соответствовал тому временному учреждению, для которого был создан. У этого орла непропорционально малые головки, робко зажатые между крыльями и ободом, слишком тяжелый и массивен хвост. Несмотря на то, что в апреле 1917 года юридическое совещание при Временном правительстве приняло решение о том, что двуглавый орел без монархических символов может быть использован в качестве герба российского государства, окончательное его утверждение было отложено до созыва учредительного собрания. Однако избранный в ноябре 1917 года и созванный в январе 1918 года указанный представительный орган, проработав всего 2 дня, был в итоге распущен, так и не решив поставленную проблему. В основной экспозиции Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея имени Воронина находится деревянный двуглавый орел, полностью соответствующий эмблеме Временного правительства 1917 года. Он был изготовлен между 1917 и 1935 годами резчиком Мелентьевым, годы жизни 1860-1935 годы. К сожалению, об этом экспонате и его авторе в нашем распоряжении не так много информации. Вырезанная скульптура орла была приобретена сотрудниками музея летом 1953 года во время проведения историко-этнографической экспедиции в селе Чукало, Большегнатовского района МАССР у местных жителей. Эмблема Временного правительства официально просуществовала до принятия первой советской конституции 10 июля 1918 года, по которой также был утвержден новый герб. Как известно, в его основе были серп и молот. Однако старая эмблема Временного правительства еще долгое время печаталась на советских банкнотах и на деньгах антибольшевистских правительств, существовавших в годы Гражданской войны. Более того, в 1990-е годы похожее изображение двуглавого орла стало эмблемой Центрального банка России и чеканилось на монетах вплоть до 2016 года, когда на аверс был помещен современный герб Российской Федерации.